Кабири призвал активистов, находящихся в России, выехать в более безопасную страну. 80-летний Забойдуллой Розак, осужденный активист ПИФТа, снова водворен в ШИЗО. Один из друзей Гульбидина Зиёбекова, Парвиз Гаибназаров, осужден на 18 лет. Авиакомпания «Сомон-Эйр» презентовала свой второй самолет Boeing 737-800. Признание партии «Исламского возрождения Таджикистана» террористической организацией на территории России может грозить преследованиями и задержаниями тысячи таджикских инакомыслящих и активистов, независимо от их отношения к этой партии. Об этом предупредил лидер ПИФТ Национального альянса Таджикистана Мухиддин Кабири. В своей онлайн-беседе с общественностью, посвященной судебному процессу Верховного суда России по вопросу о признании ПИФ террористической организации, Кабири заявил, что в случае принятия решения как активисты гражданского общества, так и предприниматели, инакомыслящие и противники режима Рахмона должны выехать в более безопасную страну. По его словам, это решение даст коррумпированным властям России и Таджикистана возможность использовать его как рычаг давления на инакомыслящих, активистов и даже успешных предпринимателей с целью подавить последние недовольные голоса, а также с целью получения взяток. Лидер ПИФТ подчеркнул, что независимо от взглядов и отношения проживающих в России таджиков к этой партии, власти двух стран будут преследовать их под ложными предлогами, что они являются членами или сторонниками ПИФТ. В частности, власти Таджикистана могут обвинить кого угодно в членстве в ПИФТ и выслать запрос на его экстрадицию из России. 80-летний Забойдуллой Розак, осужденный активист партии «Исламского возрождения» Таджикистана, снова водворен в штрафной изолятор на 15 суток. В Багдадской колонии сообщили, что священнослужитель занимался незаконным религиозным обучением одного из сокамерников. Один из ответственных работников колонии строгого режима в городе Вагдад в пригороде Душанбе подтвердил 8 сентября, что Забойдуллой Розак водворен в карцер на 15 суток за нарушение режима содержания в тюрьме. По его словам, несмотря на неоднократные предупреждения, Забойдуллой Розак продолжал с использованием религиозных книг обучать основам шариата одного из молодых сокамерников. Хиссомеддин Забойдулло, живущий за пределами Таджикистана, сын Забойдуллой Розак, говорит, что отношение надзирателя к его отцу и другим членам ПИФТ резко ухудшилось после того, как они в открытом письме на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона заявили о своей невиновности и потребовали пересмотра своих дел. Это уже не первый случай, когда Забойдуллой Розак был помещен в ШИЗО. В июле месяце 2022 года он был водворен в штрафной изолятор также на 15 суток за нарушение режима содержания в колонии. Спустя неделю священнослужителя перевели из карцера в обычную камеру из-за ухудшения состояния здоровья. За какое именно нарушение режима был наказан священнослужитель, до сих пор неизвестно. Парвиз Гаибназаров, уроженец села Риджис Рашкалинского района Горно-Бадахшанской автономной области, приговорен судом в Душанбе к 18 годам лишения свободы. Об этом 7 сентября этого года в Фейсбуке сообщила независимая журналистка Анура Саркорова, которая в основном освещает события, связанные с Горно-Бадахшанской автономной областью. По информации Саркоровой, Парвиз Гаибназаров в августе этого года был задержан российскими правоохранительными органами у его дома в Москве, когда собирался на работу. Гаибназаров сразу был выдан Таджикистану без соблюдения законных экстрадиционных процессов. Анура Саркорова сообщает, что никто из родственников не был извещен ни об экстрадиции Гаибназарова в Душанбе, ни об обвинениях, предъявленных ему. Следствие и судебный процесс над ними также прошли в закрытом режиме без участия адвоката. Парвиз Гаибназаров считался одним из друзей молодежного активиста и спортсмена из села Тавде, Рашкалинского района Гульбидина Зиёбекова, чья загадочная смерть после нескольких часов задержания 25 ноября 2021 года привело к массовым протестам в Хороге, административном центре ГБАО. Как пишет новостной портал Бумдот, Парвиз Гаибназаров обвинялся в соучастии в самовольном задержании и издевательствах над помощником рашкалинского прокурора Абдусатора Абирзода в феврале 2021 года.
Авиакомпания Сомор Air получила второй самолет Boeing 737-800. Воздушное судно рассчитано на 189 пассажирских мест эконом-класса. Самолет окрашен в традиционную ливрею авиакомпании и назван именем героя Таджикистана Нусратулло Махсума. Презентацию самолета 7 сентября авиакомпания провела в международном аэропорту Душанбе. Мероприятие состоялось при участии представителей правительства республики, дипломатического корпуса, компаний-партнеров, делегаций компании Boeing, турагентств. Руководитель авиакомпании Абдулкасым Валиев отметил, что пополнение авиапарка даст возможность компании Сомор Air расширить маршрутную сеть, открыть новые направления и увеличить частоту полетов на действующих регулярных рейсах, а также улучшить качество обслуживания.